Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. С упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой, совершение и избавление душ наших Господу помолимся. Свете, добрый стар святых Божьих церковь, изъединение всех Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву и ты, что с верою, пошаною и страхом Божьим походя сие, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего соседнего епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святородия, диаконов Христе, все духовенство людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную Украину, нашу Беларусь, за врат належную владу и войска, и весь белорусский народ, за стойкость веры и мужность в выпробованиях, и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную Украину, нашу Беларусь, за врат належную владу и войска, и весь белорусский народ, за стойкость веры и мужность в выпробованиях, и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за все города и краины, и за верных людей, что живут и Господу помолимся. Господи, смилуйся. За добрые надворы и богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников по морю, земли и по ветру, за недужих, что терпят, за зневоленных избавлений, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, суммы и недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступи, сержайся, избавь, стражи нас Божьей лаской Твоею.
Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, Вот Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословен Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит Тебя, святое Яго. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех добродействов Яго. Юношищай в себя шествы Твои, и оздоровляя все немочи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпеливый и богатый на ласку. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славит Тебя, святое Яго. Благословенный Ты, Господи. Еще с упокоя Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбавь, стиражи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, всечестную, благословенную, славную дарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию и всех святых сами себе един одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, Бо Твоя есть держава, Твоего владарства и силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, разу все житье мое буду хвалить Господа. Буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Одинородный Сын и Слово Бога, Ты несмяродный, для нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюду Девы Марии, и не зазнавши смерти спасшего человека, Ты был крыжован и Христе Божий смерть, изнищивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу сбав нас, сбав нас. Еще с упокоя Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, сбавь, и стиражи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, всечистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу и за всюду Деву Марию, и всех святых, сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и добрый человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. У владарстве Твоим вспомни нас, Господи, счастливые убогие духом, бо их есть владарство,
небесное. Счастливые тыя, что тужать, бояны насыщаться. Счастливые тихие, бояны отрывают успадшину землю. Счастливые тыя, что маюсь голод и смогу справедливости, бояны насытятся. Счастливые милосердные, бояны зведают мир. Чистые сердца, бояны уважать Бога. Счастливые миротворцы, бояны будут зваться сынами Божьими. Счастливые тыя, кого проследуют за правду, бо их есть володарство небесное. Счастливые вы, коли вас крылья и проследуют, и кажут всякую неправду на вас деляне. Радуйтесь и тешьтесь, Бог нагорода ваша в небе великая. Мудрость устацию. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, звал нас, якие пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты знищил крыжем Твоим смерть, отчинив разбойнику рай. Мироносицам влажна радость переменил, и апостолам загадал проповедовать, что Ты воскрес Христе Божа, даруючи свету богатстве Твоего змилования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Смерть не має больше влади над людьми, бо Христос, зайшовши вниз, знищив єдною моць. Пекло зв'язане путами, и пророки в радости вешают тем, кто помер у веры, что з'явился спасся и каже, зведите верный на воскресенье. Теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Всем беззаконная, а граница до Творца незаменная, не молением грешников, али як добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кричам Тебе доверливо. Паши утка молитвы, отгукнися на просьбу
Святому Духу, Теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несчародный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несъяродный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несъяродный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Святый несъяродный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несъяродный, жалься над нами. Восьма уважливая, мир усім. И Твоему Духу. Мудрость. Братимя, Господь силу людям своим дає, Господь благословляє людей своих с упокоем. Господь силу людям своим дає, Господь благословляє людей своих с упокоем. Отдайте Господу, Сыны Божии, отдайте Господу славу и пошану. Господь силу людям своим дає, Господь благословляє людей своих с упокоем. Господь силу людям своим дає. Господь благословляє людей своих с упокоем. Мудрость. Читання послання святого апостола Павла. Брати, кожному з нас дадена ласка поводле міри Христового дару, тому і сказано: «Узшовши на вишині, полонив полонних і дав людям дари». А что означає узшовши, коли не тое, что и он сышел до нижейших часток земли? Той, кто сышел, есть и тым, кто взышел выше за все небесы, как наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, інших евангелистами, інших пастырами и наставниками, для виховання святих, для справи служення, для будування Христового тіла, покуль усе мы прийдем до єдності, веры и познания Сына Божьего, до человека досконалого, до меры сталости, поводле Христовой полноты. Мир твой читальник. И Твоему Духу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Доброе славить Господа и петь хвалу Ему Твоему Всевышний. Аллилуйя.
святую ночи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И Твоему духу. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. У той час Ісус, пачуўшы, што Ян, аддадзены пад варту, адышоў у Галілею, і, пакінуўшы Назарэт, ён прыйшоў і пасяліўся ў Капернауме прыморскім, у межах Завулонавых і Нефалімавых, каб збылося сказанае праз прарока Ісаю, які кажа: «Зямля Завулонава і зямля Нефалімава на дарозе прыморскай за Ярданом Галілея язычніцкая. Народ, што сядзіць у цемры, убачыў святло вялікае, і ўсім, хто сядзіць у краіне і цені смерці, зазяла святло». З таго часу Ісус пачаў прапаведаваць і казаць: «Пакайцеся, бо наблизилося Царство Небесное». Слава Тебе, Господи, слава Тебе. З таго часу Ісус пачаў прапаведаваць і казаць: «Пакайцеся, бо наблизилося Царство Небесное». Дорогие браты и сестры, сябры, сёння нядзеля пасля Богаз'яўлення, пасля свята Богаз'яўлення. І у гэтым свяце мы разважалі, як Ісус, як Троіца аб'явілася у Ярдане, у хросце Ісуса у Ярдане. Потым мы з вами разважалі пра дзейнасць, пра асобу Яна Хрысціцеля на наступны дзень. І вось цяпер, сёння, у нядзелю пасля Богаз'яўлення, мы разважаем паслядоўна пра наступную падзею. І гэтай наступнай падзеі ёсць пачатак пропаведзі Ісуса Хрыста, якую ён распачынае уласна гэтымі словамі, якія я толькі што яшчэ раз паўтарыў: «Пакайцеся, бо наблизилося Царство Небесное». І вельмі часта мы, калі разважаем пра тое, што такое пакаянне, то нам прыходзіць іх учынкаў або перамена сваіх паводзінаў. І гэта ў нейкім сэнсе правільна, справядліва. Бо, як гаворыць апостал Якуб, вера без учынкаў мёртвая. Таму гэта праўда, што калі мы навяртаемся, калі мы каемся, то мова ідзе пра тое, каб ужо не рабіць нейкіх сваіх дрэнных, немаральных учынкаў. Але гэта толькі палова праўды. Бо ёсць яшчэ нешта, што нам дазваляе перамяніць нашы паводзіны знешнія, перамяніць нашы учынкі. І калі мы разважым, што такое пакаянне, што такое навяртанне, то мы зразумеем, пра што я кажу. Справа ў тым, што па-грэцку пакаянне, навяртанне – гэта слова метаноя, якая складаецца з двух каранёў. Мета, нус, перамена мыслення, перамена розуму. Таму у корані змены нашых паводзінаў дрэнных, ды і не толькі, а ўвогуле
у фундаменте ляжыць перадусім наше мысленне. Мы пакліканы да таго, каб перамяніць наше мысленне. Спачатку мы думалі так, ставіліся да пэўнай рэчаіснасці пэўным акрэсленым чынам, і цяпер мы мяняем наше мысленне і пачынаем думаць пра гэта іншым спосабам. Важна. Паглядзіце, як гэта актуальна ў нашым сённяшнім свеце. Што апісвае рэчаіснасць сучаснага чалавека? Як вы думаеце, што апісвае рэчаіснасць сучаснага чалавека? А вельмі проста. Я магу, напрыклад, калі вы мне дазволіце, увайсці на вашу старонку на Facebook або Instagram і паглядзець. І вось гэтая лента на Фейсбуку, ВКонтакте або в Інстаграме, гэта будзе ваше асяроддзе, у якім вы жывёце. Гэта та інфармацыя, якую вы спажываеце. Гэта тое, што задае вам пэўны фундамент, пэўныя установкі на вашыя паводзіны, на вашае жыццё. І вось, калі я кажу, што трэба змяніць мысленне, гэта пераглядзець, можна так сказаць, працягваючы аналогію, гэтую вашу фрэнд-ленту. Ці сапраўды вы хочаце жыць у гэтым асяроддзі вашай фрэнд-ленты? Ці, можа, хочаце змяніць яе на іншую? Вось, ці хочаце дазнацца пра нейкі іншы пункт гледжання, які існуе? Ці, можа, хочаце даведацца пра тую рэчаіснасць, якая ў вас аточвае, хаця б у нашым звычайным жыцці? Паслухаць тых людзей, якія жывуць побач з вамі, а не толькі вашых фрэндаў на Фейсбуку, ці ВКонтакте, Інстаграме і гэтак далей. Гэта толькі, скажам так, першае, што мне прыйшло сёння ў галаву, калі я разважаў пра тое, як нам перамяніць мысленне, як мне перамяніць мысленне. Гэта вельмі важна і вельмі істотна, бо калі мы не разважаем нейкімі шаблонамі, тады нам ужо прасцей зразумець іншых людзей. Нам прасцей праявіць эмпатыю да іншых людзей. Мы можам зразумець, як вырашыць тую ці іншую сітуацыю ў адносінах да нашых блізкіх. Вось з гэтага пачынаецца наша навяртанне, з перамены нашага мышлення. Амінь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем: Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, лицо наших, молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воды Твоей великой милосердности, молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яшчэ молимся за святого отца нашего, сусідного епископа Франтишка, папу римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яшчэ молимся за Богом стираженную краину нашу Беларусь, за вратную влады, войско и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Молимся за Богом, стираженную краину нашу Беларусь, за вратную влады, войско и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас.
Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Наши молимся за братов наших, святородов, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за годных памяти соосновальников этой святой церкви и за всех ранее дошедших отцов и братов наших, які тут и на кожном іншому місці спашивають. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за все человечество, якое терпит с причины поширения эпидемии, всех бездопоможных и разгубленных, за хворых и за тех, кто отдан им служить, а так само за померлых. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за лекару души тела с любовью, с кушливым сердцем приходим до Тебя и просим о здоровье хворости, вылечь немощи, душу и тело слугов Твоих, Натальи Виктора, Андрея Дарьи, пробачь им, и все провины вольные, межвольные, худо с ними их сложи хворобы, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Что не ожидаешь смерти грешника, ли хочешь, как он навернулся и жил, пошкодуй слуху Твою Светлану, измилуйся над Йою, отхини от ее хворобу, отгони всякое терпение и слабости, и потягнувши мостную руку Твою, як неколи дашься я елы с ними, и изложи хворобу, и верни здоровье, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Наше молимся за доброчинцев этой святой церкви, за тых, что приносят дары, працуют и спевают ее, и за всех тут присутных людей, які шукають Тебе багаття Твоего смилования. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Вот и милостивый человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, Тебе за все да и на веки веков. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, сержайся, спал, стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы по душе, за все ты подоховывай, Твою могутную владу, Тебе славу отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь за все да и на веки веков. Аминь. Мы что утайны способ, мы что утайны способ прославляем,
архиепископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святородов диаконов Христе всюдоговенства Богом, стираженную Украину нашу Беларусью, рад належную влады, засновальников и добровшинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христиан, вспомнить Господь Бог Усыне Владарстве на все часы, теперь и за все, да и на веки веков. Аминь. Станем добро, станем со страхом уважливо святое верование у миры приносит. Да миру оглянут хвалы. Ласка Господа
нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і соборність Святого Духа, хай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Узнімем угору серце наше. Мы узняли на Господа. Подякуєм Господу. Он несправедливость, поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице. Ты привел нас с дня тут бытия, и коли мы упали, снова поднял и не переставал родить все, как возвести нас на небо и даровать нам Твое будущее володарство. Теля гэтага дякуем Табе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, ведомые и неведомые, явные и тайные, якими Ты нас одарил. Дякуем Тебе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобой стоять великие множество арханелов, безмешанелов, херувимы, серафимы, шестикрылые шмаклоки, які, взнявшися високо на крилах, переможную песню пяют, ускликающие, припевающие и кажущие. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Господняе. Хосанна на вышинях. С гэтыми благословенными силами человеколюбный владару, и мы ускликаем, кажущие: святый все святы Ты, и одинородный Твой Сын и Дух Твой святый. Святый все святы Ты, и великая хвала Твоя, Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел житье вечное. И Он пришелший, исполнивший весь провід для нас, уношу, яку Его выдали, похуши, коли Он сам отдал себе за житье свету, взял хлеб у свои святые, все чистые безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, осветивши, разломавши, яко дал святым своим бушным апостолам, кажущи: берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов. Аминь. Так само чашу поставивши, кажучи: Пітець я єсте, гэта кров моя нового заповеду, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Аминь. Мы ж, памятующих это заповедный заповед, и все, что для нас дарилось, крыш, похование, воскресенье на третий день, взход на небо, сидение по правой руце, другое славное присте. Приносим Тебе Твое от Твоих, деля всех и за все. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи. Израиль,
дай нам, Мать мою, с единым сердцем, славить и выхвалять Твое Божественное величие имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. И хранились милости великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых ишедших, с упокой Господа, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные священные божественные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как человекородный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный охвярник, и одно слово духовность духовную, послав нам взамен свою Божскую ласку и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбраться от всякого гнева, сумму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, слава, сторожи нас, Божия, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Дабы весь в этот день был досконалый, святый, мирный, безгрешный Господа просим. Дай нам, Господи. Дай спокой, верного наставника, опекуна души тела нашего, Господа просим. Дай нам, Господи. Пробощение, отпущение грехов и провин наших, Господа просим. Дай нам, Господи. За то, что долго и корыстно для душ наших, и супокой для свету, Господа просим. Дай нам, Господи. Как дальнейшее тяжите нашего супокоя и покаяние провести у Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдай вам. Израби нас достойными владару, заполненными доверами без осуждения, смерть звертаться до Тебе, Бога Небесного, и Отца и Отче наш, который в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вот Твое владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Дякуем Тебе, не вашему удару, что поспешно силу всю свою безрешенную ценности все с ним будут убиться, храни Господи, с небесом на Ты, что схилили голову свои перед Тобою, но не схилили их перед телом и кривили перед Тобой всемогутным Богом. Ты Твой свой дару принесенный, тут дары симфорно растай кожному поводу потребы. Будь с подорожниками, помолимся и поветры, оздрави хворых и душу тела. Лаской, милосердностью человеколюбства, ради народного Сына Твоего, Теким благословенный Ты, Твой, все святый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Боже, Господи, грешным измилуйся надо мною, Боже, Господи, грешным измилуйся надо мною, Боже, Господи, грешным измилуйся надо мною. Будь уважния, святые речи для святых. Один святый,
что пришел на свет избавить грешников, сяру яких я самый первый. Верю так само, что это соправды Твое святое тело и почестная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, якие я зробил словом и учинком, свядомо и несвядомо, и дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби мне сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайной вечери. Я не зражу ворогом Твоей тайны и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоим благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайнов будет мне не на суд все осуждения, а это оздоровление души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подыходьте. Благословенный тот, кто приходит в имя Господня. Господь Бог явился нам, тело Христово примите, покаштуйте границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Христово примите, покаштуйте границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте границы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христа. За нас вера, тело Христа. За нас вера, Христова кровь. За нас пролитая, Христова кровь. За нас пролитая. Збав, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твой. Вы бачили правдивое святло, приняли Духа Небесного, знай
на все часы, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Хай наши усы Будут полные хвалы Твоей, Господи, как нам пять славу Твою, Бог изобильно достойными быть удельниками святых Твоих божских, несмиротных и животворчих тайнов. Заховай нас у Твоей святости, как нам везде научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отримавши боски святые, вся чистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступись, решайся, сбал, и стиражи нас Божию ласкою Твоюю. Господи, смилуйся. Попросивши, как ты весь день был досконалый, святый, мирный и безгрешный, сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. Вот и освящение наше, Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. Во имя Господне. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, и благословляешь Ты, что благословляет Тебе, и освящаешь Ты, что складать на Тебе надею. Збав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховаю целости церкву Твою и освети Ты, что любить красу дому Твоего. Ты их услал Твою Божскую силу, не покинь нас, яки испытаемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церквам Твоим нашему, белорусскому народу, належим ладом нашим, всем людям Твоим, Богу, всякое доброе дарение. И так досконало заходит с горы от Тебя и Царь светла. И мы Тебе славу, подяку, поклонение отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владар, спрадвечный Боже, Ты весь свет створил и законы для всех установил, кожному место призначил род людский, так без конца полюбил, что Сына Своего Одинородного послал на землю, как все слухали ягодную науку, и идущие следом за Ему вошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народа, як могли, слухались и Твоих загад, а валедили человечей слабости, часто падали, изневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбайность в относинах до себе и до інших. Даруй так само тем, кто кривдил нас и изневажал. Борони нас от кривды ворожей, дай нам и ворогам нашим духосоправдной христианской любови. Дай нам єдність віри, згоду у громадським сімейним житті, загої наші особисті народні рани душі, які ми самі собі вчинили або від неприятеля отримали. У нашем штоденном житті освяти наш розум Твоим евангельским святлом, как мы, заховуючи Твое приказание, перемогли все тяжкости и терпения, и завсёды Тебе благословляли, пошли белорусскому народу на хвярных слугов своих, які праведним, сумленным и мудрым життем и деятельностью вели б Его до лепшей доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как у кожной из них дбали батька и охвярная мать, излученная щирой святой любовью, виховували Тебе на славу батьківщині на користь своїх діток. Особливую ласку дай молоді, как и она отримала глибоке християнське усходование и выросла на корисних сынов и дошок своего народу. Благослови наши дочасные достатки, не дай гинуть марним талентам, які Ты посылаешь у наш народ, але дай им свободно развиваться и закрасоваться Тебе на славу и всему людству на корысть. Благослови працу селянов на роли работников на фабриках, ученых, письменников, мастаков,
каб з іхняй дапамогай беларускі народ мог разумна і прыгожа жыць і развівацца. Цябе всячыстая Богородица і наша небесная Маці просім, покрый нашу Украину Твоим святым покрывом, и будь нашей опекункой, заступницей, и Ты, святая Ефросинья, осветница Беларуси, и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспынно, как вы стали народом святым, неки, виконуя волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свой уклад у огульное добро тут на земле, а у прыжном житті отрымали вечное счастье и неспынно отдавали славу, пошану и поклонение Богу, Тройце Одиному, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господне, благословен теперь до веку. Хай будет имя Господне, благословен теперь до веку. Хай будет имя Господне, благословен теперь до веку. Благословение Господне, хай будет на вас, а своего человека людством на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, zmiłuj-się, Господи, zmiłuj-się, Господи, zmiłuj-się. Ojcze, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес из мертвых, молитвами всячистой своей Мати, святых славных и годных похвала апостолам и святыми, Отца нашего Яна Златоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иосафата, арцебископа Полоцкого, молитвами святого Григора, бископа Низского, молитвами святых славных родных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, между святыми Отца нашего Кирилла, бископа Туровского, святой Мати, нашей Ефросиньи Полоцкая, осветницы Беларуси и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцов и Кирилла, всех святых, хай zmiłujcie над нами, спавит нас, будем добрый человека любец. Аминь. Христос посеред нас. Могутный Боже, владасу светом, великим солнцем и сердцем над Белоруссией тихо и
Боже, слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже. Дякую Тобі, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоих святостей. Дякую Тобі, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбную дару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам это страшное животворчее тайны, для добра и освящения души и тела. Дай коверны были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления очей сердца моего, для успокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей узкой ласки и для осердения благодарства Твоего. Как я, захованный имя Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жил же не для себе, але для Тебе, нашего владара и доброчинца. И захочешь живе життя в надії життя вечного, досягнув неприминального супокою, где безусловно чутный голос святых, и пануя вечная радость тых, что оглядают невыказанную красоту твару Твоего. Вот и соправдно ожидаю, невыказанная радость тых, что любит Тебе, Христе Божий, и Тебе все творение перед славу, просвещение Тебе. Аминь.